Ну вот я, кстати, по поводу интервью Реза Платоновича еще хочу сказать, что он прогнозирует, что уже с сентября этого года начнутся веерные отключения, потому что то, что позволила себе энергосистема Ингургэс в этом году, там меньше 420, да, или там даже 10, уровень воды. То есть как бы мы исчерпали абсолютно все возможности в этом смысле Ингургэса, у нас нет никаких запасов, и поэтому, например, он уже предсказывает, что будет, наверное, с сентября, чтобы не доводить до таких крайних моментов в зимой. Да, гидробаланс они нарушили, да, его трудно уже восстановить в таких условиях. Гарри, может продолжишь? Вот, вот эти ваши, извините, чуть-чуть, как бы, может быть, слишком, может быть, ты сказал, было бы смешно, если не было бы так грустно, но все-таки ваши предсказания тогда сбылись. Да, это были не совсем предсказания. Ну, это анализ, да, понятно. Сейчас мы не на кофейной гуще гадали, какой-то анализ пытались провести на фактах, на цифрах, которые имели. И в итоге к этому пришли. И, в принципе, я думаю, и те люди, которые находились у власти, они тоже понимали, что они делают. Я уверен в том, что это было все умышленно. Почему вообще хочется чуть расширить эту тему? Почему вообще вокруг энергоотрасли вот столько все происходит за эти 3 года? Это только из-за того, что у этой энергоотрасли есть огромный потенциал, то есть денежный потенциал. Это вообще единственная отрасль экономическая, да, сфера в Абхазии, где точно можно знать, какие ты деньги можешь за это получить. Допустим, если мы возьмем туризм, там все цифры условные. Если возьмем сельское хозяйство, там тоже все условно, может, ты можешь посадить, не получить результат. А здесь единственная отрасль, где у тебя есть товар, где у тебя есть потребитель, есть у тебя определенные объемы, которые потребляет твое население. И хочу вообще раскрываю цифры, чтобы для всех было понятно, за что идет основная борьба. То есть ты хочешь сказать, это единственная отрасль, где есть дефицит, да, самой цены энергетики, гарантированный дефицит. То есть сколько бы его сейчас на данном этапе не было, его все равно люди должны будут потребить. Нет, я что хочу сказать, что это единственная отрасль, где мы можем прогнозировать прибыль, если у тебя есть тарифы, есть определенный объем. И не совсем, я бы по этому поводу поспорил, потому что собираемость вот сейчас тарифов... Я сейчас к этому приду, собираемость сейчас не факт, что она принесет столько денег, сколько... Да, я с этим согласен, но у нашего правительства есть план. Вот они, пусть покажут, они хотят взять кредит, правильно? Почему у нас собираемость на таком уровне? Потому что нету прибора учета. Чтобы установить прибор учета по всей стране, у нас примерно 100 тысяч абонентов. Они предполагают взять 1,5 миллиарда кредит, и это примерно по 15 тысяч на один прибор учета. То есть в течение 2 лет у нас во всей стране будут приборы учета. Практика показывает, где есть приборы учета, там собираемость выше 90%. Я к этому говорю, что у правительства утвержден план, они идут к такой прибыли. У них уже всем известно, опубликовано было, я не знаю, общество до конца, может, и не изучило, поэтапное повышение цен, тарифы утверждены до 2026 года. То есть для физлиц там в 2023 году сегодня, в этом году у нас 1,3 для физлиц, в 2024 1,8, в 2025 2,2 для физлиц. И в 26-м 2,7 для юрлиц, там 2,6, 3,2, 3,8. В итоге, если объем потребления, который мы потребляем, там в рамках даже 2 миллиардов рублей, когда это было без майнинга, вот в 2019 году, если прийти, потому что все остальное здесь по майнингу нагрузки, там миллиард у нас повысилось, то прибыль предполагаемую, которую они хотят получить в этой отрасли, это больше 5-6 миллиардов рублей. Я к чему эти цифры озвучиваю, почему борьба такая идет за эту отрасль, почему хотят ее взять в частные руки, передать. Частные руки — это те же чиновники, которые знают, что такой потенциал в этой отрасли есть, они хотят на себя оформить там перепадные сети, и вот этот пул, который больше нашего местного бюджета, в принципе, да, вот 5-6 миллиардов мы абхазский бюджет собираем, это все налоги, таможенные сборы, все, что НДС, все, что у нас есть, вся экономика, которая откладывается в наш бюджет, это примерно такая же цифра, где в Черноморэнерго такая же сумма может собраться. И вот процесс,
какой шел 3 года? 3 года шло разрушение этой отрасли для того, чтобы доказать нашему обществу, что это невозможно сделать, что нам без инвесторов практически выйти из этого кризиса невозможно. Надо поменять закон об электроэнергетике, передать частные руки. Все это мы 3 года с этим, в принципе, мы не молчали, с этим боролись, и когда мы были еще в парламенте. Здесь еще самый большой важный момент, что этим занимаются 2 группировки. У нас двоевластие, это никто, наверное, кто чуть-чуть близок к реальным нашим абхазским. У нас есть группа Бжания и группа Анкваба, которые противоборствуют между собой. Администрация, президент и правительство. И правительство противоборствуют, и все экономические сферы нашей страны, они поделили, в принципе. Кто-то забрал больше, кто-то забрал меньше. И вот эти 3 года, которые мы наблюдали, вот эти все провалы, все решения, где вот крах везде наблюдаем, это было их соперничество между собой. Правительство доказывало администрации президента, что они не справляются, что они не могут это сделать для того, чтобы себе все это забрать, на себя оформить. Команда Бжания точно с этим не справилась. Александр Анкваб это им доказал по Чигваре, по майнингу, по всему. Майнинг, кстати, это не была инициатива правительства, это была инициатива администрации президента. И вот в этой борьбе они тихо-тихо уничтожают нашу отрасль. Мы тезисы какие от них слышим? Администрация президента в лице президента говорит, что у нас кроме инвесторов шансов нету, мы ничего не сможем сами сделать. В то же время Александр Анкваб говорит, у нас вообще нету энергетики, у нас есть провода, это он на обещаниях официально человек заявляет о том, что у нас вообще ничего нет, у нас какие-то провода есть. И то они обвисли, и то они провисают, и сегодня даже мы видео там всякое видим, где они сегодня испарение вот там от них идет. Так они преподносят обществу. Для чего это делается? Это искусственно внедряется нам мысль, что это невозможно исправить, но если мы возьмем в свои руки это, то мы, вот как Алхас Владимирович сказал выше, что мы начнем эффективно управлять, государство является неэффективным управленцем. Это говорит президент, который стоит над государством. Если неэффективно государство, значит он неэффективен, значит эта команда должна... Нет, он не управленец говорит, он говорит собственник. Собственник, да, плохой собственник. Но если, собственник. значит, управление плохое, значит, результатов нету. Если это говорит президент, значит, в любой другой современной стране эта дорога в тюрьму была бы. Но здесь у нас полная деградация всех институтов власти, мы это понимаем, и в обществе у нас ужас происходит. Очень сложно донести все, что мы хотим донести до общества, но эта борьба в итоге ради вот этого огромного ресурса. И сегодня, когда вопрос о перепадных стоит, я хочу о цифрах сказать. Вот они говорят, что перепады ничего не стоят, что это уже все разрушено. На самом деле строительство гидросооружений современных, да, если вот сейчас взять, начать строить 1 киловатт гидростанции, это 2500–3000 $3000 стоит строительство. Вот 120 мегаватт номинал 3 перепадных. Вот посчитайте, сколько стоит построить это все гидроузлы, сами бетонные сооружения, помимо этих турбин и всего остального, это последнее, что нужно. Вот это все у нас уже есть. Они говорят, что это ничего не стоит. Это 70% от строительства гидросооружений. Если это строительство одной перепадной стоит 10 миллиардов, то 7 миллиардов уже есть. Это то, что нам преподносит, что это ничего не стоит. А если в киловаттах взять, то запустив 3 перепадные, примерно, если мы своими силами это сделаем, да, не передадим это, вот здесь называли Резу Зантария, хочет взять одну из них, а потом еще появятся еще люди, которые хотят и вторую, и третью взять, в итоге абхазское государство от этого получит 20-30%. Он говорит, что это один из инвесторов Сухум КЭС. Ну это сейчас просто как бы себя в третьем лице как для точности выглядит. Формулировок просто. Да. Примерно 700 миллионов киловатт-часов в год могут, потенциал выработки этих 3 станций. Дефицит у нас в миллиард уже в прошлом и позапрошлом, хотя это дефицит, он искусственный за майнинг. На самом деле это будет наш профицит, если мы все правильно сделаем. И 700 миллионов киловатт-часов, если продать населению по этим цифрам, которые они уже утвердили, так и будут продавать, то это выйдет только с этих перепадных, просто на 2 рубля тупо
умножим, да, в среднем, там цены же выше, в 2024 году намного выше будут. Вот уже это будет 1,5 миллиарда рублей. Черноморэнерго только с этих в год может зарабатывать с этих подстанций. А восстановление их стоит примерно 1,5-2 миллиарда одной перепадной. Если взять всю сумму, которая предполагает заработать Черноморэнерго, это 6-7 миллиардов, мы в течение 2-3 лет, когда мы в соответствие приведем все, и нагрузки снизим, и потребление у нас понизится, и собираемость увеличится за счет приборов учета, мы ежегодно можем по 1-2 перепадные легко вообще восстанавливать. Это наш единственный, кстати, потенциал, где мы можем генерацию увеличить. Если мы все это не планируем делать, зачем мы берем кредит, зачем мы все это остальное делаем, если они хотят взять, разбазарить просто, в свои частные руки взять, единственный потенциал для увеличения генерации. Ну, сейчас ты описываешь такую бизнес-модель, да, как бы, в которой, ну, бизнес-модель, я к тому, что, нет, окупаемость там это, быстро, нет, если вот я знаю, бизнес-модель. это не бизнес-модель, это модель, вот для того, чтобы разворовать. Ну, бизнес, это я поняли, у населения. захвата. Слушай, они, пользуясь властью своей, хотят единственный потенциал для развития, который у нас есть, они хотят прикарманить, а потом впоследствии всю жизнь наши дети будут работать на них, потому что они будут повышать тарифы, когда они станут хозяевами, никто их регулировать уже не сможет, мы будем всю жизнь им платить, они будут очень богаты, мы будем, может, радоваться на первом этапе за наших соотечественников, но развитие страна никого не получит. У них и так все хорошо. Если мы будем сидеть и ждать, когда они насытятся и перестанут делать то, что делают, это напрасно мы это делаем, потому что у них аппетиты растут, как говорится, во время еды, их невозможно остановить, и просто если мы будем не реагировать на такие ситуации. Поэтому я извиняюсь, Ливан, перебью, вот оценки вот этих объектов, они даже не удосужились ее сделать. Вот сколько сегодня объект стоит, мы же говорим о чем-то там какие-то. Вот еще не было государственной экспертизы по оценке имущества, которое они хотят передать в аренду. Даже вот это не хотят сделать. Ну, я боюсь, что если будет оценка, она будет, если государственная, да? Понятно, но, скорее всего, она будет... Они ее тоже криво, неправильно сделают. Даже это не сделают. Даже оценка не будет правильно сделана. Мы уже знаем, как это оценки решают. Заранее знаем, что она будет занижена. В прошлый раз, когда мы обсуждали, там был не одно предложение, было несколько. Да. Одно из них тогда мне показалось очень выгодным там, для абхазского государства, для населения. Что с этими проектами? Вот несколько проектов было 3 бенефициара. Один был Ливан Мибония, который предлагал абхазскому государству восстановить за счет там каких-то европейских денег, в собственности у нас остается 50% генерацию делить. И это было одно из самых выгодных предложений. Потом второе предложение было от компании Bitriver, это майнинг компания. И третье предложение было того же Сухумгес. Но оно не было расшифровано, там было написано по опыту прошлых лет с Сухумгесом связь. Но здесь что происходит? Вот эти компании, которые по майнингу, которые предложения имели, это зависело, актуально было, когда цена биткоина росла, тогда они были готовы. Да, сейчас и их предложение тоже от этого зависит, их чуть-чуть этот порыв восстановить, чуть-чуть тоже погас, да. Они отозвали, да. Ну они пока даже, может, и отозвали, но уже, не совсем так рентабельно, как они тогда предлагали. За год, наверное, купились бы. Но потенциал же на самом деле огромный в этом, даже убери этот майнинг. Мы же понимаем, просто тарифы берем, и по этим тарифам, если пересчитываем, что получаем? Получаем то, что наша позиция, в чем хочу конкретизировать, да, мы не против передачи в аренду для того, чтобы какое-то благо было нашей стране. Мы не против того, что там какие-то инвестиции придут. Нет, мы видим по тому же плану, который предлагает правительство, что потенциал у этой организации, Черноморэнерго, в рублевом эквиваленте это 6-7 миллиардов в год. Через 2 года, после того, как они счетчики, приборы учета поставят, будут собирать до 7 миллиардов рублей. Тогда неужели мы не можем подождать 2-3 года, законсервировать, как они 30 лет так стояли, перепадно, ничего с нами не случилось, и ничего с ними не произойдет за 3 года, да? Когда мы это все здесь сделаем,
Черноморэнерго начнет зарабатывать 7 миллиардов, 1,5 миллиарда на обслуживание себя же потратят, это вообще они будут шиковать, Конъюнктура по 100 может тысяч поменяться, зарплаты политически. получать, все у них будет. Все остальное вкладывать в сети, 2 миллиарда в год вкладывать по одной перепадной. То есть в течение 3 лет мы можем каждую перепадную восстановить и получить 600-700 миллионов киловатт-часов в год, еще к тому, что мы и так имеем по этой доле там 40%. Вот в чем логика действий власти, я не могу понять. Только в одном. Мы здесь мы же не просто голословно говорим. То, что они делают, это еще раз я говорю, что они просто хотят наш потенциал, наше имущество прикарманить. И вот эти огромные деньги, которые распределяться будут на всю нашу страну, забрать лично себе, своим семьям. 6 миллиардов рублей, если Черноморэнерго будет приходить, мы же понимаем, что 2 миллиарда мы будем там восстановим все же когда-то за 5 лет. Все остальное, это же деньги государства. Государственная компания принесла прибыль. Это деньги попадут в бюджет. На эти деньги поднимутся пенсии, будут делаться дороги, какие-то государственные программы будут, сельское хозяйство. Вот самый огромный потенциал реальный, который у нас есть, который они у нас хотят забрать. Все остальное, это все вилами по воде писано, там сейчас посадим мы там мандарины, может получим что-то там в сельском хозяйстве, построим там гостиницы, может отдыхающие перестанут. А здесь 100% не перестанут потреблять электричество, будут платить исправно, потому что будут стоять счетчики, которые автоматом будут отключаться. Будет процент неплатежей. Процент неплатежей самый минимальный. По практике мы говорим. Мы же не просто говорим. Вот здесь стоят приборы учетов с дистанционным отключением, 90% собираемости. Уже здесь, в Абхазии, уже работает эта система. Вот значит, что они хотят? Значит, хотят они в очередной раз, еще раз говорим, у нас забрать наше имущество, которое вообще весь потенциал на развитие в этом. Вот это единственное, если они смогут все остальное в Абхазии за 30 лет, все забрали себе по 10 раз. Ну нет, там еще есть, есть еще другие активы. Да, но вот это актив, самый главный актив, который они хотят сегодня взять, вот так разорвать по частям, и на каждой части будет какая-то семья из политической так называемой элиты. Это не элита, их надо по-другому называть, но это время все на свои места расставит, я уверен. Мы об этом, кстати, очень много говорим в студии и вообще и в публикациях, наверное, и так далее. Мне кажется, вот лишать абхазского народа, лишать абхазский народ того, чтобы он был хозяином вот на этой территории, это на самом деле преступление, которое никогда никому не должно быть прощено. И вот ты сказал об аэропорте, мы говорим об апартаментах. Я еще раз просто хочу возвращаться к интервью Резу Платоновича, которое он давал, кстати, в 2020 году в передаче «Лидер». И он сказал о том, что я буду отговаривать инвесторов вкладывать в Абхазию, пока у нас такая ситуация с энергетикой. Да. То есть там говорилось тогда о заводах, он просто упомянул. Ну, наверное, мы все вместе тогда будем отговаривать, инвестировать в Абхазию, в апартаменты, например, или мы будем вместе все уговаривать инвесторов не инвестировать в аэропорт, раз у нас такая тяжелая ситуация с энергетикой. Просто когда вот эти анализируешь публичные высказывания, не только сейчас Реза Платоновича, здесь просто эфир такой энергический, когда анализируешь выступления главы государства, ли премьер-министра, или там других высоких чиновников, то ты понимаешь, что а чего они вообще хотят от народа, чего они хотят нам предложить. Ну, явно не того, чтобы мы были хозяевами на этой территории. Нас просто лишают всех активов, вот энергетический будет, там транспортный будет, просто земли, да, нас просто хотят всего этого лишить, а другие хотят это купить. Вот мы есть посредники, которые будут прекрасно жить. Ну, я думаю, что вот здесь поддержу. Посредники — это наша власть. Да, не хочется, кстати, не хочется, да, все эфиры такие, чтобы мы там негатив, мы все хотим каких-то хороших шагов, но если ты легализуешь майнинг, у тебя от этого это контрольный выстрел в энергетику. Если у тебя... там явно последовательность. Если у тебя на Чугуаре там провода провисают, и потом ты чуть ли не
заявляешь силовым структурам, Там деревья виноваты, они быстро срезать Расследование полгода уже идет. многолетние. То есть эти шаги говорят о том, что на самом деле в данном случае государство плохой управленец. Ну, я думаю, Это что можно... с выводами, я думаю, что мы народ... Или управленец, собственный. Не, я специально сейчас сказал управленец. Здесь плохой управленец. Ну, они плохие управленцы. Вот я не знаю, как что это доказывать. Все их действия. Но они не просто плохие. Вот есть люди, которые не знают, что делать, совершают ошибки, а потом их осознают, пытаются исправить. Здесь у этих конкретный умысел. Ограбить прям до нуля наш народ и потом жить дальше припеваючи. Вот только вот это прослеживается. Другого здесь нельзя никак там приукрасить, хотим что-то, может, слишком оценочные наши там мнения наши, мы, может, там переходим какие-то рамки, но уже все понятно уже, что они хотят сделать. Это банда людей, которая прорвалась во власть. Без определенных планов, вообще ни в какой сфере, ни в каких отраслях. Пришли, уже 3 года мы вообще никаких реформ предполагались, которые там звучались, обещали. Ничего, кроме того, что надо продать, надо отдать, надо уступить суверенитет, земли, энергетику. Больше повестки абхазской мы от них так и не услышали. Ну, я думаю, Наши что и не услышим. Вернуть их к абхазской повестке, что мало попыток было. Все политические силы говорят, вернитесь к абхазской повестке, не слышат. Что, как с ними быть? Я просто хочу как бы обратиться к нашему обществу, к нашим гражданам. Когда мы говорим о инвестициях, когда мы говорим о их необходимости, вот в сфере обсуждения нашей электроэнергетики каждый гражданин может стать инвестором для того, чтобы развивать нашу инфраструктуру. Я уже озвучил цифры, они реальные. Вот если наши граждане будут платить за свет, это будет за электричество потребляем, это 6-7 миллиардов рублей, которые будет, почему еще раз хочу вот закрепить, вот эти 6-7 миллиардов мы можем потратить на аэропорт, вот всего там 5 миллиардов надо на восстановление аэропорта, мы можем потратить на все, что мы задумаем, на все, что мы захотим. Как это распространено, есть государственные займы. Да, я вообще говорю, даже ценные бумаги. Иван, я что хочу сказать. Под гарантию государства. Даже если нам не дают, короче, даже инструментов очень много. Вот здесь очень много вот реальность вот такая, где есть наши общие деньги, мы можем их использовать на развитие, наше же развитие. Что здесь непонятного, я не знаю. Почему мы должны слушать тех же людей, которые нам повесили железнодорожный кредит, которые уничтожили нашу энергетику, которые принимают решения антиабхазские во всем вообще. Почему мы не должны встать все вместе и сказать «Фянкл, баба, усари, хами, аугзам, фянкл, айсра, амцаку, на афя, прыцшус, и взыкамцит, и взейчумкайт, и на афица». Все здравые силы соберемся, и мы выберем свой путь правильно. Вообще ничего сложного здесь нет. Уже выбран. Здесь нашему обществу навязывают какую-то сложность, какие-то сложные теоремы. Слушай, ничего сложного нет, надо просто любить свою страну, надо делать, работать ради блага общего. И больше никаких здесь формул нету.